Вот это все фермеры, у которых забирают землю сельхозназначения. А у нас забрали земли под ИЖС. Поселок Хутор Каспаровский. Снесли полностью к чертовой матери с людьми. Остались люди с прописками в паспортах. Остался один мой дом. И он остался только потому, что я сказала, кто подойдет к моему дому, 2 предупредительных и все остальное последующее. Звать вас как? Артур Эдуардович. Вот у меня лично к вам. Вот давайте мы быть мужиками, вот настоящими мужиками. Вы лично вчера, когда мы хотели выезжать, вот когда мы уже пошли трактора заводить, мы хотели выезжать, и 2 патрульки нам под нос. Дослушайте, не перебивайте. Патрульки когда стали, мы вышли, почему нас не пускают? Вот вы лично мне что сказали? Я что вам сказал? Вы я объясняю, ухмыльнулись? Нет, дайте договаривать. Вы ухмыльнулись так. Вы что, пацаны? Давайте быть мужиками. Не будем тряпками. Не будем тряпками. Я не хочу с вами разговаривать. Вы свое мнение и поведение меняете. Я понимаю, вы, может быть, политик, вы спецслужба. Вы меняете определенные сумятицу в мнении людей, в мнении простых людей. А я что? Я что, непростой человек? Не надо кричать. Посмотри на мои руки. Я вижу ваши руки. Ну, и на свои посмотри, о чем ты мне рассказываешь. Посмотрите мои руки. Молодец. Нет мозоли, что ли? Ну, не надо только мне рассказывать простых людей. Я что, царь барин, что ли? К сожалению, вот сейчас вот это вот непонятная ситуация. Я думаю, почему полиция препятствует передвижению? да она не препятствует передвижению. Вчера, да не то, что машина заблокирована, они не заблокированы, а просто сегодня принято решение. Они сейчас находятся под охраной здесь. И сейчас мы должны съездить в Краснодар. Ну то есть сейчас человек может сесть в трактор и поехать дальше? Значит, сегодня мы едем. Этот вопрос не обсуждается. Этот вопрос сейчас стоит о том, чтобы встретиться с властью. Ну некрасиво сегодня, некрасиво решать другие совершенно вопросы сейчас ставить, да? Когда вы вчера сами, вы лично вчера присутствовали и говорили, мы поедем сегодня навстречу. Сегодня вы рассказываете совершенно другое. Поэтому я сейчас действительно разберусь с больницей, с поликлиникой, а потом будем, потому что действительно человека надо лечить, если он действительно это так произошло. Да, первая попытка у нас была 28 марта предпринята, но приехал Общероссийский народный фронт в лице Натальи Васильевны Костенко, которая пообещала много интересного, люди ей поверили, но все-таки команда президента, Общероссийский народный фронт, ну как им можно было не поверить? Ну, когда столкнулись с Народным фронтом, поняли, что он вовсе не народный. Мы называем его чуть-чуть по-другому, это пиар-фронт, а не Народный фронт, потому что они выставили кандидатуру в Госдуму, пропиарились на нашей беде и забыли про нас. У вас есть время подумать и прекратить свои противоправные действия. Все ваши жалобы на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов вы вправе обжаловать представителям территориальной и областной прокуратуры, которые находятся здесь. Пожалуйста. В чем наши противоправные действия? Объясните, пожалуйста. Вы считаете захваченной? В чем наши противоправные действия? Объясните, пожалуйста. Я объяснил, что ваши противоправные действия заключаются в проведении публичного мероприятия в форме митинга, предварительно не согласованного с органами местного самоуправления. Вы задержаны? Нет, мы не задержаны. Ну так разрешите нам пройти. Вы сказали покинуть кафе. Мы покидаем кафе. Выполняем законные требования сотрудников полиции. Мы подчиняемся, выходим в территорию. Никто не выходит. Автобус. Для чего? Пройдемте для составления административного протокола. Пройдемте вежливо, спокойно. Потихоньку пойдем. Давайте, пойдемте. Административный протокол составляем. Мы свободные, можем идти, освободить кафе, а теперь... А я не вижу, чтобы там кто-то составлял протокол. Ходите, протокол, давайте. Заходите, мне сказали, что. Или туда, или Куда идти? Все, пока тут находитесь. Все. Так, кстати. А что, у нас мужчин, что ли, нет? А на эти фашисты вы. Вы фашисты, немцы лучше вас. У ребят паспортов нет, нет документов. Отдайте, чтобы они документы забрали. Алексей, ну что ж это получается за беспредел, блядь? Веня, не спи! Что, Алексей? Ну, везут в каталажку, как и обещали. И что будет? Это бандиты.